Футбол объединяет. Во Владикавказе стартовал третий турнир среди детских команд Кубок Кавказа, организованный администрацией Владикавказа. 16 команд из СКФО, ЮФО и Закавказья съехались, чтобы побороться за призы главы республики. Он лично присутствовал на открытии турнира. Каждому из участников не более 11 лет, но они уже собрали полный стадион болельщиков. Юных футболистов пришли поддержать именитые российские спортсмены – Хасан Бароев, Артур Таймазов и Алексей Смертин. Здесь собраны лучшие школы, здесь Краснодар присутствует, здесь присутствует Анжи, здесь из Владикавказа 3 команды, если не ошибаюсь. То есть лучшие ребята, то есть те, которые специализированно занимаются, так скажем, не любители, не дворовые команды, специализированная школа. А для них это крайне важно попробовать себя, потому что одно дело играть у себя в регионе, другое дело играть в другом регионе и с другими командами. Это крайне важно. Поэтому для них это как раз некий такой фундамент, который закладывается именно в этом возрасте. В этом году соревнования впервые стали международными. В столицу Северной Осетии съехались команды из Армении, Грузии, Азербайджана и Южной Осетии. Каждую из делегаций закрепили за определенной школой Владикавказа. Почти неделю город будет жить футболом. Организаторы продумали все до мелочей. Ребят помимо футбольных баталий ждет и богатая культурная программа. Кубок Кавказа призван не только выявить спортивных лидеров, но и укрепить дружбу народов. Очень важный турнир для детей, как и для наших детей, для детей республики, так и для детей, которые приехали в гости к нам. И это даст большой толчок, потому что в России немного таких турниров, где приезжают дети с разных стран, не то что республик стран. И поэтому я надеюсь, что они подружатся, они будут как бы послами мира. Турнир открыл матч между Владикавказским «Барсом» и командой Техсил из Баку. Завершаются состязания 20 июня. Победители Кубка Кавказа ждут призы от главы республики.